Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что неожиданно скоро случится? Загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, что неожиданно скоро случится. И давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы, волют моими руками. Открой то, что сейчас скрыто. Желаю слышать и знать. Ух ты. Что неожиданно скоро случится? Подарок получите. Идет подарок. У кого-то это будет материальный подарок, да, физический, ресурсный, как правильно сказать. То, что можно пощупать, то, на что можно посмотреть. А у кого-то идет подарок от судьбы. Судьба пошлет вам такой прям подарок, возможность, шанс. Но это чудо, это чудо. Чего будет касаться, не скажу, но то, что это будет вам во благо, и то, что принесет вам большую радость, это 100%. У вас благодаря этому подарку, неважно от людей, от судьбы, как будто бы два вопроса решатся, либо как два пути, что ли, откроются, либо решатся, либо откроются. То есть два. Один подарок дает две возможности. С одной стороны, у вас идет личное счастье, то есть когда вы счастливы от того, что у вас есть, от того, что вы имеете. А с другой стороны, у вас идет счастье вдвоем. Потому что, смотрите, здесь один человек у нас идет с жезлом, а здесь у нас два человечка по общей дороге. Вот один человечек, второй и общая дорога. Кстати, может говорить о том, что люди наконец-таки восстановятся, соединятся, объединятся, либо встретятся. Вот запросто. Ну, видите, как судьба вас балует, судьба вас удивляет. Либо, кстати, да, если это касается ресурсов, возможно, какие-то выплаты, наследство, может быть, либо, может быть, даже, ну вот, прям конкретно вам задарят подарок, который позволит вам и себя реализовать, да, быть счастливым человеком, и чтобы в семье у вас все было замечательно. Вот все будут счастливы от того, что вы получаете. И это прям идет на ближайшее время. Дальше, мои хорошие, по левой стороне у нас здесь выход из какого-то тупика, выход из каких-то, ну вот я не знаю, пустых возможностей, либо какой-то лабиринт был, да, вот вы как блукали в каком-то лабиринте, непонятно, куда иду, что там будет, тупик, да, либо очередной поворот, ясности не было, принятия не было. Понимания не было, что я делаю, что делаю так, что делаю не так. Возможно, кто-то голову очень сильно морочил. Особенно отыграется, что вот в любви человек мог очень сильно морочить вам голову. Притворялся, маски носил. Ну, не хочу, конечно, об этом говорить, да, не дай бог, но вот как даже могли использовать в своих интересах. То есть там дурили, обманывали, морока наводили, запросто могло быть. Вот это все у вас начинает уходить. И причем, что неожиданностью будет, а то, что поймете, что с вами случилось, поймете, что ошиблись, поймете, что заблуждались, поймете, что человек лицемерный, да, подлый. Это поймете. Для вас это будет как отрезвляющий такой душ, холодный душ. Будет немножко не по себе, но с другой стороны, вот это чувство подавленности, либо чувство тревоги сменится желанием. Желанием все поменять, бодростью, что вот все, теперь я понимаю, что со мной произошло, кто тому виной. И теперь знаю, что мне делать, куда идти, чтобы избежать вот всех этих неприятностей. А, кстати, неприятности у кого-то достаточно серьезные. Тут и такая гнетущая обстановка, и, возможно, даже вот именно сейчас, в этот самый момент, кто-то старается для того, чтобы ваша жизнь была еще хуже, чем есть. То есть хотел бы кто-то испортить, подпортить еще больше, чем оно есть. Но вот он, этот человек, он, видите, с дыркой идет, маску он свою снимает.
Все становится предельно ясно, становится все понятно. Ну, вот отсекаем. Отсекаем. Это будет неожиданно, но в то же время пора, время пришло вам избавиться от этого негатива, который вас тянул вниз. Кстати, на работе у кого-то была достаточно жесткая, нечестная конкуренция, когда люди могли против вас объединяться и вот, знаете, как топить вас, да, там, говорить о вас сплетни, начальству жаловаться, там, могли, там, если вы с клиентами работаете, там, на вас лгать, какие-то вот прям грязные сплетни, что вы туда не ходите, там, человек некомпетентный и прочее, прочее, прочее. Этот гнойный нарыв, он вскроется, все выйдет на свет Божий. Да, неприятно, но лучше так, чем терпеть вот ту ситуацию, гнетущую ситуацию, которая уже какое-то время в вашей жизни присутствует. Все, что вскроется, все нужно отсекать. Причем отсекать сразу, ни о чем не жалейте. И вот эти люди, которые там вам вредили, либо против вас выступали, либо против вас там нагнетали эту ситуацию, не жалейте их, потому что они вас не жалели и никогда бы и не пожалели. Все, с прошлым мы покончили. Дальше, мои хорошие, в семье. В семье здесь будет какая-то встреча, какое-то мероприятие, может быть, родственники встретятся, может быть, близкие люди. Не знаю, какая причина, какой повод, но встретятся, может быть, совсем какие-то дальние люди, которые в обычной жизни, да, вот, не встречаются, либо крайне редко встречаются, либо даже, возможно, не знают друг о друге. Ну, так формально, да, есть у меня там какая-нибудь двоюродная тетка, и все. Там максимум знаю, как ее зовут и приблизительно где живет. А тут будет какая-то прям встреча с людьми вашего рода, там, вашей семьи. Причем очень, кстати, теплая встреча идет. Это будет очень неожиданно, еще раз повторю, да, вот вы не так часто встречаетесь, либо не так прям уж общаетесь, там, родычаетесь, а тут на тебе. Будет приятно. Мало того, кто-то еще и помощь получит от родственников. Не могу сказать, какую, но вас это будет просто настолько удивлять, да, вы скажете, боже, там самые близкие не так помогают, как дальние помогли. Вот это интересно. Дальше у кого-то идет помощь от людей, которых вы совершенно не знаете. Это могут быть волонтеры, это могут быть какие-нибудь там меценаты, люди, которых не знаете, никогда о них не слышали. И вот эти люди вам будут помогать чем-то материальным, что-то вам давать. Может быть, это будут какие-то подарки, может быть, это какая-то помощь будет вам оказана, конкретно вам. Ну, будет очень приятно, и вы прям так удивитесь, да, вот есть же в мире добрые люди, которые могут потратить и деньги, и время на то, чтобы сделать ближнему приятно. Так, здесь какой-то высокий человек может за вас заступиться. Вас либо познакомит с этим человеком, либо вам на этого человека укажет, скажет, вот знаешь, у тебя есть проблема, вот есть человек, который решает эти проблемы, вот ты к нему пойди, он тебе обязательно, либо она обязательно тебе поможет. Вы не должны стесняться, вы не должны бояться, вы должны пойти и рассказать о том, что вас беспокоит. И помощь будет оказана. Высокий человек, ну, обычно это люди, которые имеют власть в руках, либо какой-то вот статус, положение в обществе. Человек вам не откажет и действительно поможет. Так, еще из приятного и неожиданного – это признание мужчины. Ой, здесь мужчина в чем-то признается. Но если ваш мужчина вам будет признаваться, там муж, ваш партнер, любимый человек, то вас это признание, знаете, как сначала разозлит, а потом очень растрогает. Я не могу сказать, что конкретно он будет вам говорить, но его признание вас сблизит. Вот как бы вы там друг к другу не относились, как бы вы там отношения свои в последнее время не выстраивали, но его признание вас очень сильно тронет, до глубины души тронет. И после этого признания качество ваших отношений будет меняться, причем меняться в лучшую сторону. Вот. А для девушек, которые без пары, ну, я так понимаю, это новый поклонник, либо мужчина, который рядом с вами наконец-таки проявится, расскажет о своих чувствах, расскажет о своих эмоциях. Ну, скажет, вот, ты мне нравишься. Я давно там тебя люблю, хочу с тобой общаться, встречаться. Либо мужчина, с кем вы познакомились накануне, да, вот какие-то конкретные шаги будут делать и говорит, все, я без тебя не могу, я это понимаю. Пусть мы там знакомы совсем ничего, но вот я чувствую, что я без тебя не хочу и не буду.
дай мне шанс доказать, вот, что я тебя люблю, да, и я могу сделать тебя счастливой. Здесь, кстати, очень интересно показано. Для женщины будет шок. Шок, что меня любят, что я могу быть счастливой. Почему-то какая-то вы, ну, снежная королева, да, закрыли свое сердце от любви. Кажется, что это невозможно, чтобы там прям полюбили и гармоничные отношения создать. А вот человечек придет и скажет: давай, я готов, пожалуйста, доверься мне, все будет замечательно. Так, еще, что за связано с детьми? Дети. Ну, либо какое-то достижение у ребенка идет, либо ребенок чего-то добьется. Причем, ну, как самостоятельно. Ребенок хорошо учился, хорошие оценки, да, либо поступит ребенок в какой-нибудь вуз, либо ребенок, не знаю, может быть, что-то сделает такое невероятное. Любовь и гордость за своих детей, вот что у вас идет. Это замечательно. Кстати, если с детьми, взрослыми, особенно детьми, вы давно не общались, и даже какая-то там связь была, ну, там, скажем так, обрывочная, то, возможно, дети появятся на пороге, и вот с радостью вы их будете встречать. Так, еще идет какая-то очень важная для вас то ли покупка, то ли продажа. Здесь я четко не скажу. У кого-то будет купля, у кого-то будет продажа. Очень-очень выгодно вы продаете, либо очень выгодно вы покупаете. Вам либо продавца, либо покупателя, ну, как будто бы высшие силы приводят. То есть, если вы думали что-то продавать, либо вы думали что-то покупать, не беспокойтесь, все будет. И все будет в лучшем виде именно для вас. Здесь вот прям четко указано, что вы остаетесь, ну, как в выигрыше, да, в прибыли, в выигрыше. Вы очень довольны тем, что происходит. И это замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.